что хочу сказать. То, что сейчас наша бурятская нация, да, проходит, как бы сказать, в науке есть такой термин через бутылочное горлышко, да. Все народы проходили в свое время, да, через вот это бутылочное горлышко. Когда выясняется там, кто есть кто и все остальное прочее. Да, у нас, когда нация подпадает под такой жесткий прессинг, да, колониальный, у нее первая реакция – это консервация, да, уход в традиционализм, вот, и оно консервирует ядро. Самое главное, почему консервация происходит, пытается сохранить ядро. И вот такие люди, экстремистские, можно сказать, да, ну, такие настроены так жестко, как вот, скажем, там, любят выражаться бурятские нацики, там, да и вообще всякие нацики любой национальности, они как бы находятся на оболочке этого ядра, они как бы защищают. Это природно объяснимая вещь. Вот. У нас что сделали, понимаете? У нас нарушили вот эту консервацию, ну, научными терминами выражаясь, теперь как бы пытается вот это вот ядро уничтожить. Поэтому, конечно, сейчас бурятский язык, да, если сделать его в Бурятии как бы на равном русскому, ну, не получится, потому что у нас бурятский язык, он под большим находился прессингом, и ему сейчас нужны тепличные условия, понимаете, вот как цветок там раненый, да, ему надо вот тепличные условия, чтобы он созрел, да, чтобы он расцвел, ему надо тепличные условия создать, то есть как бы преференции обязательно. Поэтому я думаю, что на первых порах обязательно надо отстоять то, чтобы все жители республики хотя бы в школах начали изучать по одному уроку. Там, ну, сколько у нас есть, да, уроков, там, по два. Ну, лучше больше, чем лучше. Лучше, чем больше, тем и лучше будет. Ну, хотя бы по одному, хотя бы с этого начать. Понимаете? Да, хотя бы сделать там экзамен при приеме на работу, там дежурные фразы, да, такие вот хотя бы для любого человека, который устраивается на государственную службу, где он общается с людьми. Государственных языка должно быть два, бурятский и русский, как бы. Ну, раз мы будем жить в таком государстве, да, где примерно одинаковое там количество русских и бурят будет, ну и других национальностей там понемножку, потому что с учетом метисов, ну, будет паритет выстроен, я думаю. Так, по поводу самоопределения, понимаете, ну, этот вопрос нужно поставить как на перспективу, да, и это будет уже объединяющим для всей нации, да, для всего народа, как бы движение, вектор движения определен, да. Знаете, такая есть пословица, совершенства нет, да, оно недостижимо, но совершенно само движение к совершенству. Вот. Даже если мы на далекую перспективу, даже если у нас ничего не получится, если мы сейчас, по крайней мере, если мы выставим вообще как нашу цель самостоятельный государство, это мобилизует вообще полностью нацию, понимаете, все. Я вам точно говорю. По поводу того, что там будет самостоятельная там республика, у нас не будет самостоятельной республика, понимаете? Россию пока рано со счетов даже путинский режим скидывать. Он очень устойчивый, очень мощный. Там много людей в мире играет на этот режим. Понимаете? То, что там говорят, что там везде там санкции, изгои, да, все эти дела, да, это неправда. Как торговали они там, так и продолжают торговать. Да, есть проблемы. Но вот в этом году по экономическим показателям рост ВВП, да, рост экономики показали, они вышли фактически на показатели 2021 года. И это надо признать.
Почему это произошло? Ну да, Зубаревич говорит, да, бюджетный импульс, да, ну то, что она вот такую расписала картину, у нее там критиков было куча, но, по крайней мере, да, вот. Сейчас говорится как, ну, понимаете, есть объективные причины, а есть субъективные причины, правильно же? Вот. Допустим, там вот в будке сидят там две собаки, и они там грызутся, да, и вот эта будка, она выпадает с 11 этажа. Собаки могут повлиять на этот исход, что там с этой будкой будет? Там ссорятся они, не ссорятся, правильно? Это уже вообще без разницы. Так что есть тектонические сдвиги, которые, если произойдут, то произойдут. Понимаете? То есть мы даже вот сейчас, готовясь, да, вот к этому вот, то, что там самоопределение будет, вот может быть такая ситуация, возможность такого сохраняется высокая, что Россия может развалиться так же, как и Советский Союз развалился. Ну, по крайней мере, путинский режим там рухнет, ну, Россия, может, и останется, но путинский режим, скорее всего, точно рухнет, по крайней мере. Как оно там будет происходить, мы на это можем повлиять, да. За самоопределение вы говорите, там русские, ну там большинство там проголосуют там за неотделение от России, там буряты тоже, потому что это страх, понимаете. У них есть страх перед тем, что там их права будут ущемляться, там придут бурятские скинхеды, и начнется то там китайцы захватят. А страхов много, фобий же, правильно? Их навязывали, навьючивали людям там десятилетиями. И от этого страха избавиться, ну, очень непросто. Я же вот писал, что путинская диктатура, она держится на 3 столпах. Да? Это тотальная ложь, это тотальное невежество, да? И это тотальное бесправие людей. Понимаете? Вот. И тотальная агрессия и страх. Вот на этих вещах держится путинская пропаганда вообще и путинская система. Поэтому если мы будем объяснять правильно, что экономически действительно лучше отделяться, лучше жить, чем больше полномочий будет иметь от федеральной, даже будет, если федерализация, чем больше полномочий будет иметь регион от федерального центра, тем будет лучше. Понимаете? Вот по поводу, кстати, экономической ситуации, да. Вы там говорите, что там не надо жить на одну там сырьевую экономику, надо развивать производство. По объективным причинам, если имея такого мощного соседа, как Китай, который костями ляжет, чтобы здесь никакого производства не было, понимаете, он никакой конкуренции не потерпит. Понимаете? Поэтому, вот смотрите, там, допустим, просто производство кожи, да, производство продуктов экологически чистых. Вот. Потом сырьевая база у нас тоже серьезная. По крайней мере, те страны, которые имеют такую сырьевую базу серьезную, они на нее все равно опираются, понимаете? Потом вам никто не даст вот этих данных ни по нефриту, понимаете, ни по углю, там, коксовый уголь, куда он уходит. Он же отличного качества, редкий, да, там в производстве тугоплавких металлов, сплавов идет, там, титана и всего прочего. Он же как бы высшей категории, и залежи здесь огромные, это раз. Во-вторых, понимаете, просто брать полезные ископаемые, понимаете, там и прокачивать, что там, ну, оценивать их там сухую стоимость в цифрах, это тоже неправильно будет, понимаете. Вот если взять картину Рембрандта, да, или там да Винчи, да, Леонардо, из чего она состоит? Да вот просто холст, тряпка, там 300 грамм там краски, да, пачка краски масляной там, ну и рейки вот этот 4 метра там, метр на метр. И все, какая стоимость? Копеечная. А вот когда пишут картину, она стоит там дороже, чем F-35. Даже если F-35 покрыть сусальным золотом, она и то будет дешевле стоить, чем картина Рембрандта, понимаете? И то же самое здесь, когда
капитализации, все же зависит от капитализации компании, правильно? Здесь такими вещами, как уран, тоже там не будет заниматься абы кто, понимаете, там консорциумы мировые, которые там специализируются на этой теме, они приходят совместно с государством, там создается там акционерное общество, там, ну и всякие разные формы собственности, да, создаются. И вот идет капитализация компании, правильно? Вот в чистом виде сырьевой экономики там, ну, как бы делится, да, там сырьевая, там, сельскохозяйственная, индустриальная там и финансовая экономика, да, но в мире она же там в чистом виде нигде не присутствует, правильно, там, только в очень-очень неразвитых странах. Везде идет комбинированная экономика, да, вот. У нас в Бурятии нет своей банковской системы. Вот в чем минус самый главный. У нас был там Байкал банк свой, его там уничтожили просто, грубо говоря, и все. Нам прежде всего государство должно создать свою банковскую систему и выходить на международные рынки. Да, действительно, если там, я не говорю, что мы там у себя будем создавать там московскую там по аналогии биржу, да, ну, у нас рядом есть вот гонконгская биржа, там токийская, вот и все. Азиатские биржи, там рынки, финансовые центры огромные. Вот создается компания, под нее там приходят там и консорциумы там с мировым именем, да, который специализируется на этой теме, там совместно с государством там создается там форма собственности своя, и вот начинается капитализация компании. И вот эти бумаги начинают вкладываться, они играют уже на финансовом рынке. Вот пример Швеция, да, возьмите ее, она же не чисто, ну, та же самая Саудовская Аравия. Они, несмотря на то, что там такое количество там нефти и всяких разных там полезных ископаемых, да, они же не только на сырье живут, они вкладываются именно в ценные бумаги. У них там производство сильно такого, ну что Саудовская Аравия производит, там ничего не производит. Но они вкладываются именно вот в финансовую часть, финансовую экономику, которая считается самой высшей вообще в мире, да. И потом, когда, знаете, там начинают там ругать Запад, там Америку опять там клеймить, мне это тоже не нравится. Америка – это двигатель мировой демократии. Вся демократия мировая в мире держится только за счет Америки, да. Понимаете, там клеймить. Надо равняться на очень хорошие там, понимаете, качества, действительно. Ну и республика должна быть максимально толерантной, я еще раз говорю. Да, и демократичной. Спасибо. Здравствуйте всем. Я хотел по поводу своего внести такое, ну, свое видение по поводу референдума, о котором все говорят здесь, о независимости. Дело в том, что надо, вот как сделали украинцы, мы тоже точно так же будем поступать. Мы не будем проводить референдум там на первых порах, там первые ближайшие месяцы. Да. Мы будем объявлять о независимости в течение 2-3 лет, а возможно и 5 лет. Будем открывать архивы. Меня слышно, да? Да, слышно, пожалуйста. Да, вот я говорю, что мы не будем сразу же объявлять о референдуме, точнее проводить референдум. Мы сразу объявим о независимости и в течение 3, еще лучше 5 лет будем объяснять населению, что такое независимость, что такое русская империя, что такое великодержавный шовинизм. Откроем все архивы, расскажем о всех геноцидах, которые проводили по отношению к башкирам. И после того, как сознание в течение 5 лет будет меняться у людей, глядя на правду, глядя на настоящую историю, изучая настоящую историю, будем говорить об этом со всех утюгов, которые будут звучать. Только после этого, после того, как пройдет 5 лет, только после этого мы будем проводить референдум, на котором будет закреплена именно наша независимость. Вот я хотел сказать. Татарстана, сколько у вас численность получается? Около миллиона, 1 200 000, по всему миру около 2 миллионов, ну вот 1 200 000. То есть в самой Уфе численность какая, соотношение, вот я вот не знаю, между башкирским и небашкирским населением. Кроме башкиров там живут компактно довольно-таки татары. Вот.
многие перемешанный язык у них. Это один язык тюркский, поэтому вот антропологически тоже есть такие башкиры, где они светлоглазые, светловолосые, в общем, так вот, компактно проживают и в Челябинской области. Тогда и Челябинская область тоже, вот у них, у башкиров тоже интересно. Я сам служил в Челябинской области, в Озерске, закрытый город, там, Муслюмово, все это знаю. Вот эти вот. Там, кстати, у них были постоянные стычки, такие вот как бы деревенские, обычные, там, стенка на стенку, башкиры с русскими, там, постоянно они раньше дрались, 90-е, 2000-е, я это даже видел. Вот. Так какова численность русских там вот? И не будут ли там обострения в Башкирии? Но их там численность больше. Вот. Плюс, я говорю, если всех собрать вместе, их будет 2 миллиона. Если с Челябинской области, это более чем 1 700 000. Вот. Э, Это искренняя башкирская земля башкортов. Вот. Это еще до Салавата Юлаева. То же самое огнем и мечом, конечно, вот, проходили. Также башкиры, в отличие от бурят, внесли огромную лепту вместе с калмыками. Это вот башкирская конница, куда они входили в Париж. И все эти названия, Париж, Берлин, Варна и так далее, какие города они в Европе брали при Наполеоновской войне, вот, они назвали эти города в Челябинской области. Берлин, Париж, Амстердам, там, Варна и так далее. Поэтому многие башкиры чтят это. У меня сослуживцы мои, вот, тоже из числа башкир. Вот они, я даже не знаю, но я более чем уверен, то, что они все равно до мозга костей все равно обрусевшие. Вот так вот. С языком, хотя у них более или менее лучше. Но это тюркский язык. Это лучше. Они всегда там жили еще со времен Волжской Булгарии. Потом все раздробились, рассоединились, и вот получилось, что получилось. Вот так вот. Им лучше нужно, вот башкирам проще будет. Башкирам, татарам, тувинцам, якутам, нагайцам Северного Кавказа, тоже многострадальный народ. Давайте нагайцев пригласим лучше. Вот нагайцы единственная, значит, этническая группа, которая не имела никогда своей ни автономии, ни тем более республики. Вот так вот. Тоже постоянно народ угнетался, по сути, сначала Русской империи, потом, кстати, калмыками, айратами, то есть делали набеги, вырезали, кстати, и казахов тоже. Была такая политика при царской России стравливать народы, калмыков использовали, вот, нагайцев почти всех вырезали, потом, значит, несколько жузов в Казахстане, вот, были стычки с башкирами, вот так вот. Поэтому буряты мы не участвовали нигде, кроме вот, в массовом явлении как такового. Единственное, там, казачий там, полк, по-моему, участвовал в Первой мировой войне, и то буряты стояли там в тылу, вот так вот. То есть все это, как бы, такой массовости не было. Это надо исторически смотреть. И вот сколько чеченцев за отсоединяться будет. С Дагестаном проблема. Это как бы не монореспублика. Будем монореспублике ориентироваться. Что сейчас, на мой взгляд, первая республика, которая готова более-менее отсоединяться, вот так вот идеологически, просто вот как все разом. Вот. Но, на мой взгляд, это сейчас может быть только разве что в случае развала России. Это территория Северного Кавказа. Хотя тоже очень бедно живут в Северной Осетии, Алании, с языком проблемы практически одинаковые с Бурятией по языку. Один в один, понимаете. Все тоже осетины, вот, это Северная Осетия, они не, особенно городская среда. Вообще вот урбанизированные народы, этносы, вот это буряты урбанизированы у нас там, до 80% бурят живут в столице, в городе. Понимаете? То есть вот эту проблему нужно решать. Город нужно убирать, об этом никто не говорит. Потому что власть, если там возьмем, но плодиться буряты не будут. Все будут урбанизироваться в города, в студии, а квартиры, где они смогут детей рожать? Вот на 18 квадратных метрах, взятая в ипотеку на 100 лет. Нигде они не сделают. То есть бурят, единственный выход, нужно либо запрещать, либо всячески проводить такую профилактическую работу пропагандистскую, то, что вот на селе жить лучше, знаете, нет, датировать, но это все упирается опять-таки в деньги. Невозможно сейчас бурятов, вот вас возьмите сейчас всех вместе, кто-нибудь готов уехать, поднимать, так сказать, целину, возвращаться к истокам, никто не поедет, вот так вот, знаете, нет, потому что толку у нас будет, это у нас вот будет это один Улан-Удэ, и все будут жить в Улан-Удэ. Ну, дальше уже вопрос с небурятским населением, я уже сказал, они не захотят. У нас живут армяне, там татары живут, азербайджанцы живут,
выходцы из Кавказа, Средней Азии, они тоже не будут хотеть учить язык. Будут только вот мотивированные единицы учить, кому нужно там карьерный рост, там, на телевидении пройти, начальство кресла занять, а остальные это 90% вот это вот плебса, который работает в абсолютах, работает, значит, на производстве, кто-то там занят там, частным извозом, маршрутчики и так далее. Частный сектор там, в полутеневом состоянии работают, либо вообще по-черному работают. Вот. Вот у меня вопрос вот к ним. Вот. Все знаете, у ЛНД есть четко сформированные гетто, так называть. Это вот ПВЗ, Матросово, Восточный, Стеклозавод, вся Шишковская практически, да, вот, и частично левобережье за Бурятами. Вот. И остальные можно кварталы уже так вот. По школам можно это все смотреть, то есть по количеству детей. Вот. По школе сразу видно. Линейка, и посмотрите, так сказать, сколько пестрых голов, сколько темных голов, и будет все понятно, соотношение, понимаете, нет. Вот. Поэтому я к чему я говорю, вот, опросы нужно проводить среди своих знакомых, среди, как бы, уговаривать. Я как говорю, у нас будет полностью, как бы, сначала будет двуязычие, потом все равно это постепенно перейдет на одноязычие. Вот так вот, чтобы не получилось, как в Казахстане. То есть меньшинство все равно будет диктовать свои условия. Рядом сильный сосед, естественно, о никаком там ущемлении речи быть не может, потому что ведутся войска УДКБ под видом денацификации, депомонополизации. Это уже вот сейчас, что мы имеем в виду. Поэтому Россию списывать не надо, пока у нее есть ядерное оружие. Я вот поверю, если ядерное оружие изымут, приедут в ООН, значит, все великие люди мира, и, значит, изымут это все, утилизируют. Но пока этого не происходит, нужно считаться с Россией, потому что сейчас вот наступления нету, сидят, ждут, и все вот думают, вот слабая Россия, вот мобилизация будет, пугают сейчас мобилизация. Сейчас вот смотрите, вот, буряты, которые туда едут, в Украину, там же не за русский мир они идут воевать, сами знаете. За деньгами, как правило, воюют, там 2% там какие-то идейные, там, что-то мстят, некоторые по второму разу, по третьему заезжают. По моей информации уже более 10 бурят, которые буряты русских, именно с бурятской 6-й армии, обратно поехали после плена, поехали по второму разу на фронт. Я вот не знаю, либо их заставили, но, насколько я знаю, после плена контракт оборван автоматически. Понимаете, он обрывается не на момент плена, в плену, пока вы находитесь, вы военнослужащие. Как только с плена на обменнике вас выдают, контракт с Минобороны разрывается. То есть им приходится заново идти. Вот что вот. И потом обратно вот эти идиоты у Золкина будут там, я не знаю, что они уже будут дальше придумывать. Золкин по-любому об этом знает, что сильно никто не пихает. А вот кто второй раз попался, вот я даже своим пацанам говорю, попадетесь, лучше не сдавайтесь в плен вообще, или в плен сдался, ну не знаю. Вот. Чингиз Дамбаев недавно повесился, да, вот, ну как недавно, месяц назад. Это который в плену в украинском побывал, который вот застрелил у нас водителя фуры. Он, правда, не знал, что это он гражданский за рулем. Но от страха или от чего он его расстрелял. Вот так вот. Причем эту фуру взял, угнал и в себе расположение пригнал, не зная, что там вообще находится. Он думал, там что-то ценное, а там продукты питания были. Там гречка, крупа, там сгущенка, сахар. Ну, все необходимое. В расположении они его встретили. Ура, молодец, красавчик. Но вот после плена красавчиком быть перестал. Приедет в Улан-Удэ, никому не нужный, оплеванный. Вот. Все сразу от него отвернулись. Вот по пьяной лавочке выпил, вот, и повесился на своей съемной квартире в Улан-Удэ. И такие вот случаи я это еще в прошлом году предсказывал. И вот уже сбылось. И дальше будет сбываться. Дальше я предсказываю, что будут приходить ребята с СВО, особенно в месте лишения свободы. Ему все простили, амнистия. Ну, а что он пойдет делать? Также пойдет грабить, убивать, стычки начнутся, ты не служил и так далее. Знаете, нет. Вот. Тут так вот категорично разделять, вот это буряты, это русские, там они все такие же ушлепки, понимаете, нет. Одинаковые, абсолютно. Вот нужно вот достукиваться до них, до наших вот это, так сказать, военнослужащих.
в Бурятии, потому что они нам могут пригодиться. Ставку нужно делать на них, потому что они никуда не уедут, они будут все равно всю жизнь в Бурятии жить. Все равно у нас в Бурятии так получается, несмотря на массовую миграцию, мигрируют все равно минимум. В процентах если посчитать, ну не знаю, сколько здесь процентов, 1,5–1% по всему миру разъехались. Остальные все равно будут там, в Бурятии. Все. Буряту хорошо только в Бурятии, где он чувствует себя уверенно, как рыба в пруду. Стоит ему отъехать влево-вправо на 1000 километров, на 1,5, понятное дело. Вот. И нужно воспитывать среди молодежи активную, спортивную идеологию вводить, вот так вот, чтобы Да, вы умели за себя спасибо. постоять. Да. Не только в своей истории, но и в историях других народов. А я что хотел сказать по поводу этнического состава. Дело в том, что во время большой смуты, которая начнется рано или поздно, и почти в час X, когда настанет, я думаю, что этнические составы во всех национальных республиках будут меняться очень сильно. Дело в том, что, ну, допустим, у нас в Республике Башкортостан очень много башкир, которые сейчас работают и живут на северах. Там Уренгой, там Нижневартовск, Сургут и так далее. Я считаю, что когда наступит вот эта большая смута, будет экономический коллапс, безработица, этнические разборки, конфликты межрегиональные, межнациональные, межконфессиональные. И люди потянутся к своим поближе домой, где безопасней. Башкиры поедут в Республику Башкортостан, буряты поедут в Бурятию. Русские будут стараться выезжать к себе поближе, к своим, татары к своим и так далее. И этнический состав будет меняться, соответственно, бурят будет в Бурятии становиться больше, русских будет становиться меньше. Это, ну, я уверен в этом практически на 100%, что так оно будет. Поэтому я думаю, что все у нас получится у всех, все будет отлично. Ну, на этом спасибо, я, наверное, выйду. Спасибо большое, очень было интересно послушать. И слово идеология, все-таки слово, все-таки идея должна быть главная, наверное. Все-таки нас всех, бурят или не бурят, живущих там в нашем регионе, должна всех охватить идея создания государства независимого от Москвы. И эта идея должна быть поддержана всеми, и она должна быть привлекательной для всех наций, народностей, живущих в нашей этнической Бурятии. Я же имею в виду не только саму Республику Бурятия, это Иркутская область, это Забайкальский край, да. Поэтому все независимые национальности должны поверить в перспективность бурятского национального государства и престижность проживания в этом государстве, в нашем государстве. И если она будет очень привлекательна, эта идея, то никаких вопросов не будет возникать о том, чтобы поддержать независимость бурятскую или не поддержать. Поэтому вот я что хотел сказать. Идея должна овладеть всеми нашими земляками, независимо от наций и народностей. Вот и все. Вот моя реплика такая. Присоединилась. В общем-то, я не знала о том, что у вас сегодня клуб. Вот. Но я рада, что все больше людей узнают и принимают эту идею независимости. Я хотела бы сказать немного о том, что нужно снимать страхи людей, которые касаются независимости, потому что сейчас, как вот федералисты, да, ну, те люди, которые там хорошие русские, призывают к сохранению этой империи, так и, естественно, путинисты, они стращают народ этими сказками о том, что вот будет анархия, значит, бандитизм, вот, будут русских отдельно пугают тем, что националы будут резать их, вот, ну, видимо, по себе судят. И поэтому нужно просто нам всем методично наших людей, ну, проводить такую, можно сказать, терапию, чтобы снимать эти страхи. И вот одна из идей – это мы должны думать о картине будущего, мы должны представлять эту позитивную, положительную и очень светлую картину нашего будущего, потому что вот у остальных партий этого нет. Ни у путинистов, ни у федералистов нету четкой картины будущего.
а мы должны ее представить сначала сами, вот, а потом реализовать. Ну, это вот просто короткое, но на будущее, так сказать, задел. Спасибо. Весело было, да. Я вылетаю и снова захожу. Да, очень даже интересный был, вот, я так понимаю, что наши спикеры и клуб о независимости, там, где вот я сейчас в чате написала, что я много таких людей, как на нас, похожих, не только нашей нации, других наций встречаю в Грузии, общаемся. А, Происходит много, получается, у нас как бы разговоров, там общие у нас темы, оказывается, одинаковые у нас проблемы, у всех практически. И тоже все хотят независимости. Вот. С такими людьми очень даже интересно общаться и слышать то, что у них практически схожие мысли с нами, с нашими. Вот. Ну, мы все в ожидании, когда закончится война, и, конечно, когда самая главная крыса России, как говорится, которую сейчас уже практически загнали в угол, дай бог, скорее бы она, эта крыса сдохла. Ну, я больше ничего говорить не буду. Спасибо вам большое, что вот есть у нас такой клуб, что мы можем так вот общаться, слушать. И люди нас как бы слышат. Ну, вот, наверное, скорее всего, вот так вот, то, что чем больше мы будем как бы говорить об этом нас узнавать, будут, чем больше... Вот, кстати, Баир сейчас сказал насчет предложения чата, да, именно постоянных спикеров, да, это вот только где вот этот чат будет создаваться, где он в Телеграме, там, в WhatsApp, там, в других соцсетях, это тоже надо решить, это вот, и приглашать, чтобы мы там могли тоже как бы вот писать свои, как получается, свою мысль, мнение и позицию, ну и то, что мы, именно какие действия, что мы делаем. Самое главное действие, результат, чтобы это был. Сейчас пока говорим, но чтобы вот этот разговор, он вошел уже как бы в практику. А вот уже какая будет практика, вот в чем вопрос.